Независимость республики. 30 лет становления и развития. События 1994 года. Казахстан признается безъядерным государством. В феврале 1994 года страна вступает в Международное агентство по атомной энергии. С того момента и по сей день деятельность казахстанской атомной промышленности поставлена под гарантией МАГАТЭ. Агентство регулярно проводит инспекции, сверяя ядерную деятельность страны с официально заявленной. В декабре 1994 года Казахстан, Россия, Великобритания и США подписывают меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Казахстана к договору о нераспространении ядерного оружия. Выступая в октябре 2011 года на Международном форуме за безъядерный мир, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорит: «Мы поднялись над глобальной угрозой и сделали принципиальный выбор в пользу безъядерной истории нашей страны и всего мира. Казахстан также снял ядерные доспехи, оставшиеся нам наследство от советской военной машины. Это был 4-й по масштабам ракетно-ядерный потенциал в мире». 26 апреля 1994 года Казахстан и Китай договариваются о государственной границе. Специальное соглашение президент Нурсултан Назарбаев и премьер Госсовета КНР Ли Пен подписывают в Алматы. – 27 мая 1994 года Казахстан присоединился к программе НАТО «Партнерство ради мира» и подписал ключевой документ. Наша страна стала 19-м государством, присоединившимся к этой программе. 30 июня 1994 года впервые в истории страны гражданин Казахстана полетел в космос. Экипаж, в составе которого был Талгат Мусабаев, проработал на орбите 126 суток. Из них в открытом космосе 11 часов 7 минут. В ходе полета проводились исследования и эксперименты по научным программам России и США «Мир НАСА» и казахстанской программы «Рейс-М». Вернувшегося с орбиты первого космонавта встречал сам президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. Это было 4 ноября 1994 года. Приземлились мы недалеко от Аркалыка, в 77 километрах северо-восточнее города. Первая реальная картинка, которую я увидел из окошка спускаемого аппарата, это был идущий по осенней степи президент Нурсултан Абишевич спешил к нам навстречу, вспоминает Мусабаев. 6 июля 1994 года депутаты вновь избранного Верховного Совета поддержали инициативу Нурсултана Назарбаева о переносе столицы Казахстана в Акмалу. В историческом обращении к депутатам первый президент обозначил 32 основных критерия выбора Акмалы столицей нашего независимого государства. Это были социально-экономическая, геополитическая, транспортная инфраструктура, инженерия, коммуникации, строительство, рабочая сила и другие возможности. В 1994 году в Казахстане проходят первые парламентские выборы. До образования двухпалатного парламента его законодательные функции выполнял Верховный Совет. На смену Верховному Совету приходит профессиональный парламент. В марте 1994 года избраны 177 депутатов. В декабре 1994 года на площади Республики Алматы в присутствии президента проходит торжественная церемония закладки камня на месте будущего монумента. Идея монумента появилась у Елбасы во время поездки в Египет. Основа сегодняшнего благополучия страны закладывалась именно в те трудные годы, когда начинало формироваться государственное устройство Казахстана. Начинались рыночные реформы. Не менее важно то, что с самых первых лет независимости государством проводилась политика, направленная на сохранение единства казахстанского общества. Политика, позволившая создать уникальную казахстанскую модель межнационального и межконфессионального согласия.